Когда мы говорим о голах, у каждого фаната в голове всплывают самые различные моменты, и каждый в какой-то степени впечатлил их. По большей части, ассоциации возникают с ударом через себя Роналду в матче против Ювентуса или голом со штрафного в исполнении Месси в домашнем матче против Ливерпуля. Так или иначе, существует много нелепых голов, которые были забиты случайно и заставляют закрыть рукой лицо. Именно о 10 таких случаях и пойдет сегодня речь. Приятного просмотра! Самый известный швед в истории футбола – Златан Ибрагимович. По совместительству он является автором гола, который граничит между нелепостью и красотой. Момент, когда Ибра отправил мяч через себя с весьма внушительного расстояния в ворота, явился совершенно неожиданным для защитников противоположной команды, а, вероятно, и для самого Златана, который, видимо, сам не мог поверить своему счастью. Возможно, если ему дать еще 100 попыток, то вряд ли он попадет. Уэйн Руни является одной из главных легенд Манчестер Юнайтед, ведь провел в стане красных дьяволов целых 13 лет, завоевав множество трофеев. В данном моменте Уэйн продемонстрировал великолепное видение поля, заколотив шикарный гол практически через все поле. Невероятное везение и профессионализм. А этот момент демонстрирует нелепость в первую очередь самого вратаря, когда в штрафную с самого центра поля был отправлен мяч, который парашютиком перелетел через голкипера, а тот ничего не смог сделать с таким, на первый взгляд, легким мячом. В данном моменте футболист совершил чудовищную оплошность. Он оступился во время исполнения пенальти. На первый взгляд, вряд ли что-то может пойти после этого момента по плану. Однако футболист собрался и все-таки пробил точно, обманув остолбеневшего от неожиданности вратаря. Наглядный пример того, что идти нужно до конца. Нелепость этого гола заключается в первую очередь в технике его исполнения. Футбольные болельщики видели множество 11-метровых, которые, как правило, весьма похожи по своему исполнению, а самой экзотикой является какая-нибудь Паненка. В данной ситуации футболист решил отправить мяч пяткой, тем самым удивив вратаря таким нелепым и, на первый взгляд, неуместным исполнением стандарта. Создать это видео мне помогли мои хорошие друзья. Они начали сотрудничать с футбольным клубом «Барселона», и я хочу их с этим поздравить. Надежнее и быстрее вы вряд ли найдете. А вот по этому коду можно получить хорошие плюшки. Поэтому при первом посещении не забывайте его вводить. Уверен, что вы не пожалеете. Матч Хофенхайма против Байер 0-4 из Леверкузена однозначно вошел в историю футбола. Жаль, конечно, что не из-за накала страстей или невероятного камбэка одного из коллективов. Всему виной, как бы это парадоксально ни звучало, дырявые ворота. На 70-й минуте противостояния после подачи с углового в исполнении игроков Байера был забит, казалось бы, самый обычный гол. Однако присмотритесь, мяч просто входит в створ с наружной части. Что примечательно, гол все-таки был засчитан, вызвав настоящую истерику у фанатов и игроков Хофенхайма. Видимо, кому-то срочно нужно проверить зрение. Нелепость гола в матче Ромфорда против Тарак просто зашкаливает, ведь в ход игры вмешался ветер, который сменил вектор движения мяча в противоположное направление, прямо в руки вратаря. А затем, когда голкипер уже, казалось бы, зафиксировал круглого, разогнал того еще сильнее, тем самым отправив его в сетку. Кажется, что сама природа в этом матче была за одну из команд. Не так часто, но случаются моменты, когда футболисты атакующего звена после того, как теряют мяч и его фиксирует вратарь, пытаются найти лазейку и отобрать его, тем самым буквально выгрызть шанс забить гол. В данной ситуации вратарь, не заметивший притаившегося сзади футболиста, видя, что соперник находится где-то вдалеке, попросту поставил снаряд на землю, однако со спины вылетел форвард и заколотил гол. Случай в матче Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма явился настоящим ужасом для шпор и справедливостью для красных дьяволов, которые считали, что необходимо в данном моменте ставить пенальти.
Так, когда Нани не смог реализовать выход 1 на 1 с вратарем и упал под натиском игроков обороны, голкиперу показалось, что арбитр назначил свободный удар, в связи с чем тот поставил мяч на газон прямо рядом с футболистом Ман Юнайтед и отошел на разбег. Каково же было его удивление, когда тот узнал, что судья не назначал свободного удара, а велел продолжить игру. А вовремя сориентировавшийся Нани заметил оплошность кипера и все-таки забил желанный гол. В заключение этого выпуска мы хотим показать гол, который произошел в рамках матча Ливерпуля против Эвертона, где один из бывших главных претендентов на золотой мяч, Ван Дайк, весьма экзотически пробил по воротам. Но каким-то чудом мяч, ударившись об перекладину, моментально отлетел на голову уже набежавшему Ориги. А не забить с такого положения было попросту невозможно. Хотя и такие промахи есть. А давайте так. Если вы хотите, чтобы мы подготовили для вас подборку из 10 самых нелепых промахов, то попробуйте собрать 2000 лайков. А мы, в свою очередь, найдем самые крутые моменты для этой темы. На этом наше видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и прожимать колокольчик. Ведь YouTube попросту не отправляет вам уведомления, а контент на нашем канале явно заслуживает вашего внимания. Также попробуйте угадать, сколько подписчиков уже успел собрать наш канал. Ведь мы их скрыли для интриги. Помимо этого ролика можете глянуть наши прошлые. А я всех благодарю за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!